Добрый день, уважаемые якутяне! Всех телезрителей канала НВК «Саха» приветствуем мы, собственные корреспонденты национальной вещательной телерадиокомпании «Саха» в Москве. Наталья Викторовна Сазонова – одна из самых узнаваемых дикторов «Золотой голос республики». Оказавшись в 1978 году в якутском телевидении, она на долгие годы стала его лицом. Наш сегодняшний новогодний репортаж – это как поздравительная телеграмма из самого сердца страны. Наталья Викторовна вела новостные программы, развлекательные передачи. Ее голос доносился с экранов телевизоров каждой якутской семьи. В эфире корпункт НВК «Саха» в Москве. В 1996 году ее направили в Москву. 23 года Наталья Викторовна руководила корпунктом НВК «Саха» в столице. За последнее время здесь, в столице, прошло несколько событий, которые имеют непосредственное отношение к нашей республике. И сегодня она вновь в эфире родной телекомпании. Немножко волнительно брать интервью у своей коллеги, у мастодонта нашего телеканала, у своего учителя. Очень приятно. Ну, спасибо тебе за такую оценку, за такие слова. Да и мне волнительно, потому что я-то привыкла быть всегда по ту сторону кадра, а не по эту. Сегодня я в другом качестве. Сегодня новая амплуа. Может быть. Расскажите, пожалуйста, когда началась ваша карьера на телеканале, якутском телевидении? Ну, это вот был 78-й год, по-моему, да, 78-й год. Так, и я начинала диктором, и сюда я приехала, работая только диктором, а уже здесь началась настоящая журналистика. А что касается там была очень такая стабильная, такая подготовленная, профессиональная дикторская группа. Всего было человек, наверное, 8-10. Вот взяли меня. До того Женя был Кочерген. Женя уехал, место освободилось. Стали искать мужской голос. Ну, нашли женский. Вот так я и начала работать. Дикторами становились люди с яркой внешностью, безупречными поставленными голосами и идеальной дикцией. Наталья Викторовна – кумир своего времени. Она рассказывала якутянам о последних новостях. В ее компании встречали и провожали праздники, плакали и смеялись, путешествовали, не отходя от экранов. Суфлеров не было, но у нас были папка с текстом. Вот про первые передачи могу сказать, когда я начала работать, вот одна передача, дали тебе текст, ну, конечно, запомнила. Вот вторая передача, конечно, третья, а потом на летучке, ну, я не была на ней, секретарь Алексеевна сказала, вот девочка, которая начала у нас работать, как хорошо, она работает без бумаги. Я-то просто не знала. Я не знала, что бумагу можно положить. Я этого не знала, поэтому я и учила все наизусть. Вот. А оказывается, потом мне, так ты положи этот лист, зачем ты? Оказывается, как просто. Вот после 4 передачи я, а потом-то я текст положу и чинно так это... Поглядываете, да? Конечно, а это даже очень хорошо. Отдел новостей стал взлетной площадкой в карьере Натальи Викторовны. Она вещала о судьбоносных событиях республики и страны, брала интервью у ученых и политиков, артистов и тружеников села. Передачи, которые вела Наталья Викторовна, собирали у голубых экранов целые семьи. С Натальей Викторовной, конечно, как все мы, якутяне, знакомы давно. Это еще с якутского телевидения, когда еще она совершенно молоденькая, красивая девушка появилась на экране наших телевизоров. И, конечно, я была очень, во-первых, поражена ее красивым тембром голоса, ее внешностью и тем, как она излагает информацию. Она была диктором якутского телевидения. И с тех пор, конечно, все мы, якутяне, ее визуально знаем. А любовь якутских школьников Наталье Викторовне принесла детская передача. Голос Натальи Викторовны доносился и со сцены театра, оперы и балета Якутска. Долгие годы она была бессменной ведущей культурных событий города. Приветственная увертюра композитора Николая Берестова, который, кстати, тоже здесь, в зале, и тоже поздравляет этим произведением Галину Михайловну Кривошапка.
Итак, приветственная увертюра. Дирижер Кирилл Герасимов. И вот 1996 год, вас переводят в Москву, и здесь по инициативе как раз-таки Михаила Ефимовича Николаева образуется, создается московский корпункт. Да, но дело все в том, что наша семья переезжала в Москву в то время, все это знали, и Михаил Ефимович тогда сказал, что а что можно там сделать, а что, мы спрашивали, мы же еще не знали, все мы, телевизионщики, кто был рядом. А он говорит, ну, чтобы что-то, те шаги, которые делает республика в федеральном центре, были показаны на якутском телевидении. Все вот таким образом и открылась эта контора. Естественно, нам определили здание постпредства, дали кабинет. В это же время, как только я сюда переехала и получила кабинет, в котором ничего не было, ну, мы быстренько насобирали шкафы, стулья, да. А Москва-то как встретила? В то время, это же время перемен, мэр у нас в Москве, Лужков в то время, и все мы прекрасно помним, что и экономика страдала, и политическая сфера тоже. Как она нас встретила? У нас была своя задача. Нам-то что Москва? Она была рядом, а мы были здесь, мы были на твердой почве. Вот, поэтому, ну, как она нас встретила? Другое дело, что когда представители Якутии встречались с какими-то важными людьми, москвичами, мы, конечно, на эти съемки ходили. Сложность была в другом. Телефонов этих не было, только был факс. Чтобы прийти, нужно отправить бумагу, там написать свои данные, паспорта, ну, все точки, запятые. Так вот, когда ты приходишь в это ведомство, в частности, мы пришли в Совет Федерации, они посмотрели и сказали, а вот тут у вас точка не стоит. Я говорю, ну, прямо как дипломную работу разбирают. Но сегодня есть вот эти гаджеты. Вот, поэтому удобно, можно раз передать оттуда, отсюда. А мы-то нет, у нас этого не было. Мы какое-то время даже без телефона были. Без сотовых? Нет, ну сотовых не было тогда. Без телефона домашнего, без аппарата. Вот этого стационарного? Да. В целом о якутянах что тогда думали? Вот вы шли, брали интервью у какого-нибудь высокопоставленного человека. Да, я понимаю, но о республике всегда говорили очень высокие фразы, потому что они видели, как работает Николаев, они видели, что он делает, они видели, какие у него результаты. И поэтому о республике никто никогда за время моей работы не сказал отрицательного слова. Никто, даже когда был потоп в Ленске. Тогда Шойгу руководил этим делом, и когда мы пришли к нему, ну, как бы собрание закончилось, взять у него интервью, но я сразу сказала, что республика пережила очень тяжелые моменты, поэтому сейчас ваше слово для них очень важно. Затор был достаточно большой, ну, достаточно сказать о том, что толщина затора была примерно 17 метров, при глубине реки 14,5. Но вот в результате предпринятых мер этот затор подорван. Делается все необходимое для того, чтобы как можно быстрее преодолеть вот те трудности, с которыми столкнулись в результате стихии жители города. Какой сюжет, какая тема запомнилась вам больше всего? Вы же 23 года целых отработали. Так вот, за все 23 года я практически помню каждый сюжет и все абсолютно темы. Вот абсолютно. Я не могу сказать, что это больше всего, это меньше всего. Другое дело, что были проходящие какие-то сюжеты, да? Но все равно я их помню. Так, в 2002 году Наталья Викторовна провела съемку в МГУ имени Ломоносова, записала интервью ректора. В 2006 разговор с одним из основателей Общественной палаты России, больше известного сегодня как адвокат Сноудена. Нам законом предоставила очень хорошая, уникальная возможность осуществлять не только общественный контроль за деятельностью власти, но и самим лично
выступать с гражданскими инициативами. Наталья Викторовна стала и свидетельницей уникальной в мире операции на открытом сердце «Лабиринт». Она избавляет больных от мерцательной аритмии, при этом считается самой сложной, сложнее даже, чем пересадка сердца. В центре Бакулева операцию провел сам Лео Бакерия. Что чтобы взять короткое интервью у профессора Бакерия, нужно зайти прямо в операционную. Объяснялось это, оказывается, просто. У доктора в этот день было 5 операций, и изыскать время на степенное интервью не было никакой возможности. Поэтому прямо от операционного стола Лео Антонович подошел к нам. И естественно, что первый вопрос был чисто профессиональный. Что это была за операция? Ну, это операция, которая делается вообще-то довольно редко в практике в мировой. Мы имеем один из самых больших результатов. Вас еще называют автором рубрик, таких как «Зэх в Коломенском», ну это, интервью с конечно. главой, с президентом республики. это, конечно. Да, и, наверное, самая такая большая рубрика, которая до сих пор остается доброй традицией на нашем телеканале, это новогоднее поздравление студентов центральных вузов. Ну да, конечно. А как же без этого? Ну, без этого нельзя. Без этого просто нельзя. Поэтому эссе в Коломенском, когда Коломенское, ну, выбили буквально Александр Константинович Акимов, он же ходил с бумагами, он доказывал, что эта территория нужна, что туда нужно поставить СРГ. Это он огромную работу провел. С удовольствием ходили, программа была замечательная, и сейчас она замечательная. Вот. Но мы только освещали. А создать-то это создатели совершенно другие люди. Но именно через вашу работу ведь Это люди да. знакомились с этими Это да, мероприятиями. конечно, конечно. И видели своих родственников, детей. Это через- была моя основная цель, чтобы видели родственников и детей, вот, в частности студентов, да. Это тоже было придумано нами. У нас коллектив был небольшой, но такой компактный и стабильный. Да, студенты, конечно, во-первых, они и так хотели все поздравить родных, и так поздравляли, а тут такая возможность. Тапталлах, край бутин, теребит, край бутин. Саңа жылының итетек истинек, арталибит. Ожидая от Нового года хорошей сдачи сессии, и чтобы с моими родными и близкими все было отлично, все было здорово. Ну, в общем, это было так. Был второй курс, насколько я помню, 2005 год. Зима, естественно, предновогодняя суета. Нас всех активистов пригласили. Это было очень спонтанное приглашение. Пригласили и сказали быть в определенное время на Красной площади. Классно видеть, вот, допустим, ну, все же знают «Ирония судьбы», там, с легким паром, ну, как бы традиционные, да, как бы телепередачи. Наравне с этим видеть что-то свое, родное, это классно. Сила телевидения. Значит, наша цель была достигнута. Мы же не о себе рассказываем, мы рассказываем о ситуации, о людях. А с кем вы в московском филиале работали? Сначала у нас был оператор Игорь, он молодой человек, он из Ленска, ему было 22 года, он приехал, вот мы работали вдвоем. Потом работала, сюда же подключилась Таня Петрова, она работала на телевидении, но потом она ушла. А вот люди приходили в московский филиал, уходили, а почему вы всегда оставались работать? А я вот не знаю, ну я могла уйти, но я как-то боялась. Во-первых, посмотрите в паспорт, мне не 18 лет. Предложения были, их было немного, но они были и достойные. Но я как-то боялась уйти, думаю, сегодня я приду. Как бы вот звезда явилась, да? А завтра скажут, звезда, до свидания. Вы не жалеете сейчас об этом? Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Просто жизнь могла бы повернуться тогда вообще по-другому. Могла бы, ну а у меня-то и неплохая жизнь. Вот в чем дело. Если бы было что-то плохо, я, возможно, думала, а у меня жизнь-то неплохая. Дети состоялись, муж работает, внуки взрослые, одна еще маленькая. То есть все, дерево посажено, дом построен, сын воспитан, вот так, или сыны. Ну и, может, Якутию очень сильно любили?
Ну, этот край, да. А этот край-то невозможно не любить. Даже если ты туда просто приехал, вот типа нас, да, нас пригласили. Как-то я носила документы, свидетельство о рождении. Говорят, ой, вы у нас иностранка. Я говорю, а с чего вы взяли? Написано «Бурят, Монголия». Так вы же из Монголии. Ну, действительно, я там родилась. Почему? Мой папа москвич. Закончил военное училище в Москве, приехал, его отправили в Монголию, в Бурятию, на границу. Вот там он нашел маму, там он женился, и поэтому там я и родилась. Этот край хорошо знаю. А потом я вышла замуж, пришлось бросить институт, потому что я вышла замуж, мы уехали в Крым. Потому что мой муж из Крыма, он хоровой дирижер, хормейстер. А потом его пригласили в Якутию, ну вот и мы и приехали, и все. Замечательно. А сколько у вас детей? А, у вас же сын старший. Двое. Старший, ну, старший у нас не пошел ни по какой творческой линии, а младший, начал он с Гнесинки, как пианист, то есть он весь в учебе и сейчас пишет мюзикл. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтобы увидеть, как танцует якутяночка моя. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтобы увидеть, как танцует якутяночка моя. Я музыкант, и эта профессия выбрала меня сама. Потом вот сосредоточился на профессии композитора, либретиста, поэта и педагога по вокалу и фортепиано. Ну, я думаю, что и слух в маму, и в папу, и голос в маму и папу. И вообще это как бы вот природные данные, которые нужно развивать. И благодаря своим родителям, их терпению, их упорству это удалось сделать. Я родился в Евпатории, в Крыму. Потом родители в моем 8-месячном возрасте увезли меня в Якутск. Что я помню о Якутске, это только хорошее вспоминаю. Учебу в музыкальной школе, в музыкальном училище. Вспоминаю своих педагогов, Ларису Алексеевну Донскую. Самые теплые воспоминания у меня в городе. Это моя вторая родина. О, да, мамы редкий тембр. Это самый редко встречающийся тип голоса на земле. Контральто, это женский бас. На тот момент, сейчас уже не знаю, но на тот момент не было человека, который бы ее не знал, потому что люди утром вставали, включали радио, ничего не было, никаких гаджетов, было только радио и телевидение, и сразу слышали мамин голос. В 6 утра она уже вещала «Доброе утро», потом включали телевизор, она быстро бежала из радиостудии в телестудию и выходила уже в эфир на телевидении. Вот как цвет глаз, вот дан нам вот такой цвет, вот. Тембр голоса – это цвет глаз. Ты ничего с ним не сделаешь. А вы сами не пробовали петь? Мне кажется, у вас отлично получилось. Ну, это же как, на уровне художественной самодеятельности, конечно. Ну, хотя, допустим, тот же Родион Щедрин, он мне сказал, а вы где поете? Я говорю, а я не пою, я говорю. Тут же был Шаинский. Он говорит, а я вам песню напишу. Я говорю, а я ее исполню. Голос Натальи Викторовны – ее визитная карточка. Редкий тембр с сочным, ярким звучанием – контральто. На 1000 женщин найдется всего лишь несколько обладательниц такого голоса. Наталью Викторовну всегда одаривают комплиментами. Однажды ее даже пародировал маэстро Александр Бурнашов. Добрый вечер, уважаемые якутяне. Корреспондент НВК «Саха» в Москве Наталья Сазонова в кулуарах Государственной Думы встретились с первым президентом Республики Саха-Якутия, с депутатом от нашей республики, с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Наталья Викторовна отработала на якутском телевидении 41 год. 23 из них посвятила корпункту НВК «Саха» в Москве. Она была его голосом и лицом. И то, что было создано тогда, востребовано и сейчас. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы готовились. Спасибо большое. Можно вас обнять? Спасибо.
Спасибо. Ой, огромное вам спасибо. Прекрасно выглядите. И за такой комплимент тоже спасибо. Ну как вам офис наш? Вот поменялось что-то? Да вы знаете, конечно, поменялось практически все. Туярочка, ценю твой вкус. Наталья Викторовна — это, конечно, легенда якутского телевидения. И это действительно так. Она проработала очень много лет и отдала все свой талант, свой голос, свой креатив для того, чтобы якутское телевидение вышло на какой-то новый уровень. И вот мы сейчас являемся ее преемниками здесь, в Москве, работаем в московском филиале НВК «Саха». И, конечно же, здесь все пропитано ее энергетикой. Удивительно, что она очень креативная женщина и талантливая, и ее идеи мы используем до сих пор. Это просто невероятно для меня, потому что тот формат передач, который она придумала, мы продолжаем. Это знаменитые, например, новогодние выпуски, которые смотрят все, которые ждут, которые, конечно, немножко трансформируются, но все равно эта вот идея, она была придумана именно ей, и это, я думаю, что просто классно. Это просто высший пилотаж, что твоя программа живет. 26 лет филиал существует. И Ну да. больше половины, это 23 года, мне даже меньше, больше. В общем, связано с вами. Поэтому я эти моменты очень ценю, потому что я это чувствую. же, да, это же так, этот человек посвятил, получается, всю жизнь и служил телевидению, якутскому телевидению. Спасибо телевидению, что меня взяли туда служить. Наталья Викторовна — это человек, легенда на нашего телевидения, якутского телевидения. И всегда было важно знать ее мнение. Вот она следит за нами, я точно знаю, что она отслеживает все наши материалы, и ссылочки я частенько ей пересылаю. И всегда мы получаем одобрение, какую-то вот поддержку, какие-то вот новинки, ребята, которые вот появляются в передаче, она всегда их увидит, отметит и обязательно скажет «молодцы». Вот в этом вот роль нашего наставника, Наталья Викторовна, она бесценна. Много изменений, так как телеканал «Якутия-24», он постоянно развивается, не стоит на месте. И в первую очередь это цифровизация телевидения, технологические какие-то сдвиги, когда сайт у нас появился «Якутия-24», и стало больше требований. И, конечно, я очень сильно благодарю Наталью Викторовну, ребят, которые сегодня работают в филиале. Это очень сильная команда. Мне считаю, что очень повезло. Вы смотрите наши сюжеты? Я что-то смотрю. Вы сами все очень самодостаточные, вы сами все интересные. У вас время сейчас другое. Все хорошо, все правильно. Я довольна, что корпункт есть, что он работает, что сохранилось его лицо. Конечно, я довольна. Сегодняшнему поколению журналистов только самое вот наилучшее пожелание. Какого характера? Работайте, учитесь сами и любите своего зрителя. Тогда будут любить вас. Вот и все, дорогие друзья. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Это как поздравительная телеграмма из самого сердца страны. На этом наша программа подошла к концу. Мне остается только попрощаться с вами и пожелать всего самого-самого доброго. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Григорий Николаев, Москва.